Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня много думал о вас и о чем были эти мысли? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Так, понятно. Здесь мужчину показывают. Мужчина, который перед вами очень сильно виноват. Виноват так, что простить его нельзя. Да, простить нельзя, казнить нельзя, помиловать. Вот так мне идет. И он это понимает, и вы это понимаете. Но тем не менее, он думал. Он думал, какие-то варианты прикидывал, вот что я могу сделать, да, чтобы она меня простила. С чего начать, как подойти, как заговорить. Да так, чтобы чем-то не ударила, да, чтобы далеко не послала. Тут мысли были такие странные, там, не знаю, спасти жизнь, пожертвовать какой-то орган, что-то там сделать, денег дать, не знаю, что-то вот с деньгами мне идет, деньги, квартиры, что дома. Вот прям какие-то такие уже отчаянные у него мысли были в голове. Тут даже не просто думал, он как бы и мечтал, представлял себе, как это может быть, чтобы вы там все-таки выслушали, дали ему возможность совершить его героический поступок, потом ахнули, оказались в его объятиях и его простили. Мужчина, который сам себе проиграл, кстати, он игрок, он азартный человек, может, действительно лудоман. Из-за этого вы с ним поссорились, поругались, там все проигрывал, да, в игры, в казино, в карты. Либо он этот компьютерный, этот игрок, который там 24/7 не отлипал от монитора. Может быть, у кого-то еще отыграется, что он там на ставке, вот это вот все, ну, типа казино, ставки. Ну, такое, знаете, азарт у него, он буквально в крови, и это как проклятие. Проклятие его, не знаю, рода, что ли. Там не он только один в роду, такой азартный. С вами он тоже играл, но проиграл. Проиграл тем, что вас потерял. И когда он вас потерял, только лишь тогда он понял, кто вы были для него, кто вы были в его жизни. Вы за ним ухаживали больше и лучше, чем его родная мама, чем все его родные женщины в семье. Он действительно чувствовал себя таким вот прям царьком, да, потому что вы ему и служили, и кормили, и мыли, и ухаживали, и любили, и всю себя отдавали. Он считал, что типа так надо, это норма, все так должны делать. А вот когда он вас потерял, вот тогда мир схлопнулся. Он понял, что он никому не нужен, никто терпеть его не будет, никто ему там намывать, настирывать не станет, наготавливать не будет. И все, сидит у разбитого корыта, горько, больно и крайне неприятно. И вот это осознание, что он проиграл и что он никому не нужен, оно его просто добивает. Вспоминайте, кто, ну даже, наверное, вам вспоминать не надо, вы сами знаете, кто вас очень сильно обидел. Я просто хочу посмотреть, есть ли шанс, что вы его простите. Да, обида очень сильная. Вы так от него закрылись, и вот как бы сильно вы его не любили, вот эта обида, она как будто бы эту любовь убила. Да, вот выжгло все внутри у вас, в сердце как пожар случился, и вся любовь выгорела. Вот так мне идет. У меня аж прям слова путаются. Настолько сильные эмоции вы тогда испытывали. Я не знаю, как вы это все пережили. Такой удар, неожиданный удар был. Вы верили в лучшее, вы верили в то, что вы его измените, что любовь творит чудеса, что даже самый вот такой никудышний мужчина может измениться. Вы его жалели, понимаете? Вы не только любили, но жалели.
а он вот так с вами поступил. Ну, давайте посмотрим, есть ли вообще у него какой-то шанс. Карта гроб. Ну, нет, шанса нет. Сразу показали, шанса нет. Шанс будет, но не для него. Угу. Я вам скажу, почему нет. Потому что, несмотря на то, что он все осознает, он все равно не изменился и, скорее всего, никогда не изменится. Может быть, в следующей жизни, но не в этой, 100% нет. Мужчину вообще показывают этим единорогом. Мифическое, да, создание. Что-то не настоящее, нереальное. Скорее всего, он себя так подавал, что я, да, подарок судьбы, я такой классный, я все могу, я такой крутой. Но нет, это все мифология. Так, будет ли он проявляться? Будет. Он будет проявляться, девочки. Писать вам будет. Проявление, цветочки таскать будет. Даже ругаться с вами станет. Скажет, какая ты жестокая. Ты почему меня не прощаешь? Я же уже прощения попросил. Тут на коленях стою, в слезах плачу. А ты все не можешь меня простить. Да, еще вас обвинит в том, что вы жестокая. Я же говорю, он не изменился. Абсолютно. И уже не изменится. То есть как обреченный, да, обреченный быть вот таким вот человеком. Не буду говорить плохие вещи, но вы сами все, девочки, прекрасно поняли. Я вижу, что благодаря этому мужчине вам мир открылся с другой стороны. Вы как будто бы вышли из каких-то миражей, вы по-другому начали оценивать себя, вы научились себя ценить, любить, уважать. И также вижу, что благодаря этому мужчине вы сейчас очень активно развиваетесь. У вас вот развитие пошло, да, вы не о ком-то думаете, вы о себе думаете в первую очередь. Занимайтесь то, что вам как идет по судьбе, то, что вам интересно, то, что вам нравится, и то, в чем вы станете максимально успешной. Вот именно благодаря ему, благодаря его такому дурацкому, глупому, абсурдному поведению, благодаря тому, что он вас так сильно задел и обидел. Как будто бы он, как электрический ток, вот вас током ударило в 10 тысяч вольт, да, но для вас это как душа вылетела и назад вернулась. Переоценка ценностей у вас произошла. Вы сами знаете, что вы очень поменялись. Даже сейчас на себя в зеркале смотрите, да, в отражение в зеркале, и видите перед собой уверенную в себе женщину, которая и знает, чего хочет, и за этим идет, и обязательно это возьмет. То есть, в принципе, вы с натяжкой можете его поблагодарить, да. Просто метод какой, да, болезненный был благодаря ему вами испытан. Но с другой стороны, возможно, если бы не эта встряска, вы бы не стали тем, кем вы сейчас становитесь. Вы еще не до конца сформировались. Вы только лишь в начале своего пути. Вы рождены императрицей, но находились в теле маленькой девочки, наивной и такой, знаете, вот с широко распахнутыми глазами. А этот мужчина ускорил ваше взросление, ускорил ваш путь, да, эту дорожку к трону императрицы. У вас еще будет любовь. Причем любовь такая, что мурашить будет, такая, что небеса будут раскрываться для двух влюбленных. Это у вас впереди. И вы это тоже знаете. Вы не можете сказать откуда, но вы это чувствуете. И это правда. Это правда. Я тоже это вижу. Ну что, пусть думает, пусть фантазирует, пусть сам на своем этом единороге катается. Вообще, видите, скорпион показан, который вас ужалил. Вот оно, тело скорпиона, вот его этот, жало, хвост. Он вас ужалил, очень больно ужалил, прям отравил вас. Но вы выжили, вы стали сильнее. Сейчас идете своим путем, сейчас очень стремительно развиваетесь. А он, знаете, в неудачниках как был, так и остался. И оттуда ему уже не выбраться. И другой женщине он не нужен. И еще он других женщин после вас вообще не хочет, категорически не хочет. Ну, все, считайте, что сам себя наказал. А вас таким жестким, жестоким методом он действительно на правильный путь подтолкнул. Дальше. Сегодня еще о вас думал мужчина, но этот мужчина вам не знаком. Может, видели, да, в лицо знаете, но так, чтобы там имя, кто такой, не знаете. С этим мужчиной у вас дороги пересекаются. Не часто, но такое бывает.
где-то либо в одном и том же месте бываете, либо в одно и то же время вот где-то находитесь, вот заходите, выходите в транспорте, например, где-то есть, видит, он вас видит, и он вами любуется, вы ему очень нравитесь. Но у этого мужчины, я так понимаю, отношения, либо он сейчас разводится, либо расходится со своей девушкой. Не самое лучшее время для знакомства, да, не самое лучшее время для начала новых отношений, но тем не менее вы ему нравитесь. И он сегодня вас видел, либо вчера видел, сегодня целый день о вас думает. Думает о том, кто вы такая, как вы живете, свободны ли вы, что вам нравится. Даже какие-то у него фантазии, вот познакомиться с вами, вместе просто время провести. Вот что-то он чувствует в вас, такое свое, родное, теплое, доброе, как какая-то сила его тянет к вам. Он сам себе объяснить не может, что это за сила, что это за притяжение такое. Ну вот да, нравитесь вы этому мужчине. Мужчина, кстати, неплохой. Единственное, что у него сейчас, да, трудный период в жизни. И вот если он к вам подойдет, то это случится где-то попозже, да, когда он закончит все свои дела, когда он немножечко вернется в норму, да, потому что сейчас у него какая-то нервная обстановка, тогда уже будет все видно. У кого-то, кстати, это ваш будущий, вот честное слово. Вот прям, да, наблюдает за вами, видит где-то вас, запоминает вас, наслаждается, когда вас видит, взглядом провожает, вот глаз не отрывает, когда вы рядом находитесь. Интересный, конечно, персонаж. Так, еще, кто сегодня думал о вас? Перевернутая буква. Буква А. Видите, буква А большая, но перевернутая. Либо человек очень далеко находится, либо с этим человеком никакой связи нет. Возможно, человека зовут на букву А. А возможно, этот человек, допустим, смотрите, вот почему-то пришла информация, что вот в интернете где-то, да, кто-то пытался с вами познакомиться, а вы не захотели, да, начать новое начало, букву А перевернули. А у кого-то отыграется, что человека зовут на букву А. Нет доступа к вам, нет доступа, невозможно с вами связаться, невозможно до вас достучаться. Может, сразу блокируете. Видите, что незнакомый человек, думаете, что это буду с незнакомцами общаться, сразу блокируете. А может быть, так вышло, да, судьбой, что человек оказался совершенно в другой точке мира, и нет никакой связи, да, у вас там сменился номер телефона, может, вообще вы куда-то съехали, переехали, и все уже по-другому. Невозможность связаться, невозможность поддерживать контакт, невозможно до вас достучаться. Этот человек думал, знаете, о чем думал? О том, что все так несправедливо, о том, что жизнь, судьба развела, да, либо не дает возможности как поговорить, познакомиться. На мужчину на самом деле похоже. Но мужчина такой какой-то очень творческий, такой фантазии, в облаках летает, может быть, поет, рисует, стихи пишет, создает. Может, кстати, айтишник, который вот эти программы пишет, создает. Творец. Вот мне идет, что человек творец. Вы не хотите общаться, либо связи нет, либо вы заблокировали, человек далеко находится. Тут даже не о вас мысли были, о том, что все несправедливо, и у человека нет возможности, да, с вами связаться, выйти на связь. Кто-то такой вас вспоминал. Дальше, мои хорошие. Вот здесь вижу какую-то вашу знакомую женщину, как подруга, что ли, ваша, либо просто знакомая женщина. Женщина, которая хотела бы что-то для вас сделать, либо пытается что-то для вас сделать, и у нее есть даже какие-то результаты, промежуточный результат. Это не основной результат, это промежуточный. И она вот думала, стоит ли вам об этом говорить или нет, давать ли вам эту надежду, потому что она до конца сама не уверена, получится или нет. И хотелось ей написать, либо с вами созвониться, но, наверное, передумала. Либо еще не передумала, может, еще будет звоночек вам от этой женщины. Она вам что-то скажет, расскажет. Но опять же, это не 100%, это промежуточное что-то. Эта женщина очень хорошо к вам относится.
вы ей нравитесь, вы ей очень по душе. Вот как-то вот видит вашу доброту, видит, что вы человек такой приличный. Она бы хотела больше с вами общаться. Вот прям, как сказать, тянется к вам, да. Ну и опять же видит, что у вас трудности, что, возможно, следует вот именно там поднапрячься и вам помочь. Да, у кого-то такая подруга, у кого-то просто знакомая, у кого-то родственница. Ну, то, что вижу, то и говорю. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.